Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Мужчина в вашей голове, в вашем сердце. Какая мысль о вас сводит вашего мужчину с ума? Да, вот что его беспокоит, о чем таком он постоянно думает, да, за что переживает по поводу вас. Если вам тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя, на мужчину загадайте, представьте его, назовите по имени. Мысленно, либо вслух обратитесь к нему и спросите: мой милый дорогой, какая мысль обо мне сводит тебя с ума? И давайте вместе посмотрим. Прежде чем я начну, всех вас, мои дорогие, любимые, хочу поблагодарить, сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как будто бы вы руку отпустите. Он очень боится вас потерять. Он очень боится, что вы либо руку ему не дадите, либо если вы держитесь за руки, то вы свою руку отпустите, и он останется один. Страх вас потерять. Возможно, вы поссорились, возможно, между вами какая-то кошка пробежала, возможно, отношения даже в какой-то степени зашли в тупик. И ему страшно себе представить, что он вас потеряет, что вы уйдете, что вы с кем-то другим начнете выстраивать свою любовь, выстраивать свои отношения. Здесь можно сказать, что мужчина паникует, причем дико паникует по поводу того, что он вас потеряет. Отсюда напрашивается вопрос, что между вами произошло, что произошло. Вы поссорились, либо вы устали друг от друга. Может быть, он вас чем-то обидел, да? Это же все-таки общая отсыпка. Если хотите, пропишите. Пропишите, чтобы это событие поскорее ушло из вашей жизни. Тройка. Еще его пугают мысли о том, что вы ему тройку будете предлагать. Тройка — это дружба. Дружеское общение, родственное общение. Вот для него это прям очень страшно. Почему он об этом думает? У него 8 разорванная, а у вас 3 огромная. Может быть, вы уже ему как-то намекали, что, может быть, нам лучше дружить, чем быть парой. Да? Может быть, нам нужно как-то пересмотреть свои отношения. Но 8 разорванная, знак бесконечности разорвался. Он был уверен в вас. Он был уверен, что вы никуда от него не денетесь. Он прям считал, что вы его, как законная женщина, да? Может быть, вы его жена, а может быть, он уже прям видел вас своей женой. И 8 разорвало. С его стороны целое, а с вашей разрыв. То есть явно как-то вы ему показали, либо сказали, что знаешь, а давай-ка лучше останемся друзьями, да, либо будем друзьями. Да, нас многое объединяет, связывает, но вот что-то я устала, да. Либо я хочу большего, а ты мне это не даешь. Может быть, кстати, по 8 разорванной у мужчины могут быть проблемы на работе, в деньгах. И, возможно, он опасается, что вы все узнаете и скажете, что вам голодранец не нужен. Да, что вам нужен успешный мужчина, который может содержать семью, вас обеспечить, да, чтобы ни в чем отказу не было. Может, из-за этого он паникует. Но у него явно паника, он всякие маски меряет на себя. Он хочет либо правды от вас добиться, либо хочет вас удивить, предстать каким-то другим. Посмотри, какой я могу быть. Я и так могу, и этак могу, да? Не бросай меня, я хороший. Я меняюсь. Да, но с вашей стороны явно какая-то усталость, разочарование и
вы уже как ни во что не верите. Либо мужчине не верите, либо в любовь эту не верите. Либо вы долго-долго надеялись, да, на какие-то конкретные события, а они не произошли. Мужчина на том же месте и топчется. И вы такая, ну, время теряю, да, я просто теряю время. А что я по итогу получу, а что у меня будет? Нет, конечно, он вам дорог. Я вижу, что вот вы прям тянетесь к нему с надеждой, как-то на него посматриваете. Но этой надежды с каждым днем, с каждым часом все меньше и меньше становится. Вот. Если он вас обидел, то, скорее всего, вы действительно от него отстранились. Но вам интересно, как он будет выходить из этой ситуации, да, что он будет делать, как вообще он будет поступать. Еще у кого-то может быть ситуация, связанная с тем, что либо вы не свободны, либо мужчина не свободен. И, возможно, вы действительно очень долго ждали от него конкретики, конкретных действий, поступков, а он все вас там обещаниями кормит. Причем очень тщательно и ежедневно. И вы такая, ну, не хочу больше ждать. Зачем мне ждать? Я молодая и красивая, зачем мне ждать? Также, возможно, с вашей стороны, если вы замужем, да, он видит, что вы от мужа не уходите, что у вас с мужем там какие-то общие дела, да, может быть, общие фотографии, куда-то вместе ездите. И он такой, ну все, она выбрала мужа, она со мной не хочет быть. Да, мужчине очень грустно, и ему явно не по себе. Так страшно, вы видите, вот между вами, вот вы ручки, да, друг другу дали, это как узелочек есть. Очень страшно, что этот узелочек развяжется, что вы ручку свою заберете. Кстати, возможно еще ситуация, что он не нравится, например, вашим родственникам, либо не нравится вашим подругам. И он, например, знает, что они говорят о нем какие-то плохие вещи и пытаются его от вас отвадить. Ему страшно, что вы поверите родственникам либо подругам. Ну, боится вас действительно потерять. И еще тут такой момент, вот как электрический ток, который его прошибает вот прям постоянно, на постоянной основе, заставляя его делать какие-то глупые, опрометчивые поступки. То есть, знаете, когда человек постоянно находится в стрессе, в стрессовой ситуации, то голова уже полноценно не соображает. Да? Человек шаг за шагом, либо каждый шаг этого человека — это как ошибка. Ошибка, которую очень сложно исправить, потому что этих шагов все больше и больше, ошибок все больше и больше, и очень сложно исправить. Да, довели мужчину до стресса. Главное, чтобы он выдержал, наверное, этот момент. Либо вам нужно обязательно поговорить. Видите, вот здесь вы на коне сидите, у вас крылья за спиной, а он стоит перед вами, как мостик, да, и еще флагом машет. Он такой, я сдаюсь, я на все готов, я на все согласен. Только не уезжай от меня, да, не уезжай и не бросай меня. Да, сложно. Ему очень и очень сложно. Еще у него какая-то напряженка то ли в семье, то ли с родственниками, то ли на работе. Людям каким-то что-то от него нужно, они его постоянно дергают, цепляют. Вот он что-то запланирует для вас двоих, а его все время кто-то вот дергает, как не дают возможности осуществить то, что он для вас двоих планирует. Вот тоже его, знаете, как напрягает постоянно. Непростая ситуация. Мужчина, кстати, на почве вот всего этого стресса может и выпивать, и, в принципе, как-то иммунитет может снизиться, да, мужчина может даже заболеть. Да, из-за вас он очень нервничает. И вот эта мысль, что она меня бросит, она от меня уйдет, и что я буду делать, как, знаете, свет выключится, земля остановится, очень его пугают. Ему и сны плохие снятся. Вот нет ему покоя. Смотрите, нет покоя ни днем, ни ночью. Потому что это уже как патология, да, патологический страх вас потерять. Главное, чтобы тут еще какой-нибудь маниакальный синдром у него не развился на этой почве. Он зациклен на вас. В прямом смысле слова, девочки, очень зациклен. И чем дальше вы от него, тем он старается быть ближе к вам. Тем сильнее его стресс, тем сильнее его внутренняя паника, тем больше ошибок он допускает. Да, наверное, надо поговорить. Причем поговорить, вот знаете, спокойно, мягко, но все разложить по своим местам. Да? Вы скажите, что вам нравится, что не нравится, чего вы хотите, чего не хотите, что вы от него ждете.
Вот, все ему это выскажите, и пусть он ответит. Пусть ответит. Но главное, никаких вот резких действий не совершайте, вот из серии, что вот все, я тебя бросаю, а больше ты меня никогда не увидишь. Ну, это может быть, во-первых, негуманно, а во-вторых, мужчина может действительно, ну, у него планочка может слететь. Он либо расплачется, либо орать начнет, понимаете? Тут и так можно прочитать. Нервы у него явно расшатаны вот этими страхами, переживанием, внутренним напряжением и вот этим током, который его постоянно бьет. И вот эти как ошибки, как какой-то фатал, понимаете, ошибка за ошибкой, ошибка за ошибкой. Он хочет что-то хорошее, а получается какое-то плохое, дурное. И из этого как не выбраться, это какой-то замкнутый круг. Вот он по нему бегает, и никак это все не остановится. И вы холодная, равнодушная, ай-яй-яй, обидели мужчину, до слез довели. Знаете, у него еще такие мысли, вот мне не нравятся его мысли очень коварные, лукавые. Либо идти на все, удержать вас рядом с собой, либо даже как-то вас спровоцировать на ревность, либо показать, что вот я тоже кому-то нужен, да. Он как на распутье стоит. Но это пока только мысли, это не идеи, не затеи, это пока только мысли. Так что, девочки, ничему особо не удивляйтесь. Не удивляйтесь. И вот хотите обижайтесь, хотите нет. Но судя по этой отсыпке, в сегодняшнем дне этот мужчина, он вас сильнее любит, чем вы его. Ну, либо сильнее вас заинтересован, чем вы в нем. Либо вы ему больше нужны, чем он вам. Понимаете, вот мне идет такая информация и такая энергетика ощущается. Да, возможно, вы сильная женщина, вы умеете держать свои эмоции и чувства в узде, да, в руках. Возможно, мужчина в раздрае, поэтому столько эмоций показал. Но энергетика сегодняшнего дня, она именно такая, что вы ему нужны больше, чем он нужен вам. И любовь его сильнее, чем ваша. Сильнее, да. Вот он там, не знаю, готов расплакаться, там, сидеть за голову, схватиться, об стенку биться. А вы спокойно реагируете. Вы принимаете все как есть. Да? У вас нету каких-то там эмоций, надрывов. Нет, вы очень спокойно реагируете. Но вы вот прям уверены, что вы без него не пропадете. А вот он без вас, скорее всего, пропадет. Да. Ну, мои хорошие, судя по этой картинке, да, разговор у вас будет. Я вам рекомендации дала. Не провоцируйте, но и то, что хотите, обязательно скажите. Но как-то мягко, да, вот. Спокойно, мягко, уравновешенно, чтобы он понял, чтобы до него дошло. Если вы его действительно хотите бросить, но сейчас не самый лучший момент, и будьте готовы к тому, что он будет сопротивляться. Вот. Если не хотите его бросать, то, возможно, ваш разговор подарит ему надежду, простимулирует его, и мужчина начнет действительно что-то исправлять, менять и двигаться именно туда, куда вы ему укажете, куда вам надо. Это будет правильно. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.